Христос, будучи равен Богу, не посчитал что-то чуждым и самоуничижил себя, став подобным человеку, и был человек даже до смерти крестной. И что самое удивительное, это действительно является таким огромным откровением Бога людям. И это откровение происходит через одну личность, которая сочетала в себе и скромность, и смирение. Конечно же, это личность Пресвятой Богородицы. Этот образ кротости Божьей Матери, конечно же, взошел в традицию многих народов, и в том числе в осетинскую традицию. Сегодня мы в Зрукском ущелье, в древнем месте, возле древнего храма XI века. Престольный праздник и церковный, и народный. Зруджи Жарим Майрама Бон. Сегодня по празднеству этого праздника мы сегодня здесь, чтобы помолиться за страну нашу, за землю нашу аланскую, за людей, за веру, за благополучие нашей жизни, о том, чтобы живые спасались, и чтобы усопшие, отшедшие в вечную жизнь, были под покровом и заступлением Матери Божией и в вечности. Мы чествуем отшествие, славное отшествие Пресвятой Богородицы в вечность. А в Осетии, в народе, в этот день поминают своих усопших, которые за год приставились. Остины, предки наши, просили и у нее этого заступления пред ее сыном, что она, ее благодать раздвигает эту вот грозную тучу гнева Божия, которая обрушивается соответственно поступкам вот человека. И Матерь Божия выступает как такой фактор умилостивления пред Спасителем за нас, грешников, за нас, недостойных. И сегодня мы и об этом просили, чтобы нас Господь благословил на благие труды, чтобы мы могли иметь возможность и трудиться, и молиться, спасаться, и чтобы своих усопших не забывали. Им нужна наша молитва, наша такая вот духовная помощь для их вечности.